своем развитии она начинает убольшаться в несколько раз. И по мере убольшения она сбрасывает свою шкуру, потому что та ей уже не подходит. Она, когда набрала нужную массу, она задними лапами цепляется за листик или ветку растения, и из ротовых желез спускает специальную нить, которая похожа на паучью, быстро застывающую в воздухе. И у вас задается вопрос, все ли гусеницы превращаются в бабочек? Да, все. Но если же ваша гусеница не превратилась в бабочку, значит, это сороконожка. И одна относится к чешуекрылым, членистоногим, а не к чешуекрылым. Ну и вот, она себя обмотала, и внутри она превращается в черную жидкость. И этой черной жидкости она превращается в бабочку. И этот вот процесс ученые назвали метаморфоз. Она превратилась в бабочку и начинает вылупляться. Этот процесс ученые назвали имагой. Она цепляется своими лапами, и у нее большое брюшко, но через некоторое время брюшко уменьшается, и крылья начинают высыхать и расти. Там видно то, что у него хоботок раздвоен, но через некоторое время он соединяется. Как питаются бабочки? Обычно все бабочки питаются нектаром цветов. Но есть бабочки, которые питаются соком деревьев и гниющими фруктами. Но есть вообще гурманы, которые питаются крокодилами, слезами и черепашьими. Бражник, который залетает в улей пчел, чтобы полагаться медом. И бабушки калипы, которые питаются исключительно кровью животных. Что приносит бабочке, пользу или вред? Правильный ответ – пользу. Потому что бабочка тутовый шелкопряд, когда она превращается в гусеницу, после себя она оставляет кокон. Этот кокон люди собирают, обрабатывают на пару и на специальных машинах разматывают их и получают шелковые нити. Еще из морфопелиды делают настой, который мажут суставы, когда они болят. Дальше. Топ-5 самых красивых бабочек по мнению интернета. Сибирайка Стилена. Эту бабочку назвали так в честь всем неизвестного как малахита. Адмирал. Ее красные полосы на крылышках напоминают лампасы. На брюках у адмирала царского российского флота. Морфопелида. Ее крылья сияют и блестят. А причина этого, потому что ее крылья отражают голубой и синий цвет. И она не спускается ниже 6 метров. Махаон. Ее назвали в честь врача, которого Нена залечивала раны воинов. А виноглазный Атос. Ее второе имя князь тьмы, потому что она любит ночное время суток. И еще она вообще не питается и живет за счет запасов, накопившую в нем в составе гусеницы. Но моими фаворитами являются